Доброе утро. Скорее просыпаемся с программой «Утро Якутии». 10 июня на календаре, день недели, четверг. И этим утром вместе с вами просыпаемся мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Четверг. Буквально 2 рабочих дня осталось нам до долгожданных выходных. И будем эти 2 дня проводить, конечно, максимально интересно, максимально весело и бодро просыпаться вместе с вами. Что нас ждет сегодня? Сегодня мы расскажем о цветоводе любителей из поселка Чульман. Также побываем на настоящей фабрике по производству самого летнего, самого прохладного, вкусного и такого желанного в эти 3 ближайшие месяца лакомства. Это, конечно же, мороженое. Ну и, конечно же, вас ждут уже наши традиционные рубрики. Ожидаем в нашей студии интересных гостей и напоминаем вам о способах с нами обратной связи. Это WhatsApp 8 914 273 4488, а также наш Instagram «Утро Якутии». Подписывайтесь и будьте в курсе самой полезной утренней информации. Но так как мы заговорили уже про лето, о лете, в этом году оно, наверное, очень непредсказуемо, потому что взять пример Вчерашний ветер, вчерашний, да? во всяком случае, в Якутске. Ураганный. Ураганный ветер вперемешку с ярким таким солнцем, которое создает впечатление абсолютного тепла. Ну вот, поэтому этим летом, конечно же, прежде чем выйти из дома, лучше ознакомиться с прогнозом погоды. Что мы и сделаем. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 1,9 градусов тепла. В Заречной группе до 7,11, в южных 7,9 градусов, в Вилюйской группе также 7,9, в Нижнеленских до 8 градусов тепла, в западных 7,10, в Колымо-Индигирской группе 4,9 градусов. В Янских от 2 до 10, на северо-западе 2,7 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха утром составила 9 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков. Ветер северо-западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 19-21 градус. Но если верить прогнозу погоды, сегодня опять же в Якутске ожидается ветер такой порывистый, сильный, поэтому берегите лицо от песка. Ну а автолюбителям советую, конечно же, закрывать окна, потому что и прецеденты бывают, когда песок залетает в огромных количествах в машину, потом это все нужно пылесосить, чистить и так далее. Кстати, да, и в глаза, и в рот, и на лицо. Вчера буквально... Ветер не щадил никого, мне кажется, вчера. А далее, да, мы перейдем слово информационной службе. Василий Радченко ознакомит нас с последними событиями. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Начнем с того, что россияне смогут оформить получение социальных выплат без подачи заявлений на портале государственных услуг. Имея там учетную запись, нужно будет только указать актуальные банковские реквизиты. В Минтруда России сообщили, что нововведение коснется мер господдержки, связанных с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и так далее. Между тем, в отделении Пенсионного фонда по Якутии сообщили об изменении графика доставки пенсий и иных социальных выплат в июне месяце. Связано это с празднованием Дня России, так доставка выплаты по графику с 12 числа переносится на 11. В Якутске и пригородах доставка на дом 11 июня будет произведена за 11 и 12 число. В связи с праздничным днем 12 июня, День России, доставка пенсий за 12 число будет осуществлена 11 июня пенсионерам, которые получают пенсии на дому. На федеральных трассах Якутии установят портативные камеры фото-видеофиксации правонарушений. По словам специалистов управления автодорог, их разместят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Измерительные комплексы «Кордон Про-М» автоматически измеряют скорость движения с одновременным распознаванием номерных знаков и автоматическим выявлением машин в розыске. Имеется возможность загрузки баз розыска непосредственно на сам комплекс. Приобрели мы 6 единиц таких комплексов. Данная модель является уникальным, да,
по России, потому что он будет фиксировать именно скорость при движении автотранспортного средства. Как видите, автотранспорт оснащен именно опознавательными знаками, и на автомобильных дорогах будут установлены соответствующие дорожные знаки, где будут информированы именно для работы мобильных комплексов. Новый комплекс вообще предназначен для снижения тяжести последствий на автомобильных дорогах. В этом году у нас зарегистрировано 16 погибших по всей республике, а в прошлом году аналогично было 24 погибших на автомобильных дорогах. А леса обработают от шелкопряда в Якутске и 2 районах. Мероприятия запланированы на этот месяц и пройдут в окрестностях столицы, а также в Кангаласском и Намском районах. Все лесные дороги, ведущие к очагу распространения сибирского шелкопряда, будут оборудованы информационными знаками о запрете на посещение участка на весь период обработки и карантинного срока. Травить гусениц будут авиационным способом – химическим препаратом клонерин. По параметрам токсичности препарат относится к 3-му классу опасности. В связи с этим во время обработки и после нее не рекомендуется собирать на этой территории грибы, ягоды, лекарственные травы и другие пищевые ресурсы. Традиционная культурная программа празднования национального праздника Эсех-Туймады-2021 пройдет в дистанционном формате. Горожан и гостей столицы ждут конкурсы, концерты и мастер-классы. Напомним, оперативный штаб Якутска объявил, что по требованию Роспотребнадзора отменено проведение городского праздника Эсех-Туймады в очном формате. Управлением культуры и духовного развития города подготовлено празднование, а именно фольклорные творческие конкурсы, этнические и эстрадные концерты, мастер-классы и виртуальные выставки. К новостям других регионов. Сурикатов московского зоопарка выпустили в открытый вольер. Грызуны сразу же бросились охотиться на свое любимое лакомство, именно насекомых, заранее запущенных сотрудниками. От обеда животные принялись наводить порядок в новом жилище, перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в нору. Теперь маленькие хищники будут начинать каждый день с любимого занятия – принятия солнечных ванн, что им будет особенно приятно после зимовки в павильоне. А к этой минуте пока все. Передаю слово коллегам. Вот, к слову, о празднике нашем национальном Эсех-Туймады, конечно же, с одной стороны, жаль, что пройдет в дистанционном формате. Да, тем более уже во второй раз. С другой стороны, хорошо, что относительно заранее предупредили, потому что многие люди готовятся к этому, и очень обидно, когда ты уже все готово, все подготовился, а тебе вот-вот там накануне сообщают, что, извините, праздника не будет. Ну, очень надеемся, да, что ситуация все-таки вернется в прежнее, да? И в следующем году русло. отметим, как полагается. Да, но, конечно же, здоровье на первом месте, поэтому берегите себя, все делается во благо нас с вами. Ну, а чтобы здоровье укрепить, всегда помогает утренняя зарядка, и прямо сейчас вместе с вами можем ее провести. Доброе утро, меня зовут Павлова Светлана. Я главный тренер спортивного клуба художественной гимнастики «Сардана». Сегодня мы проведем разминку, который может повторить любой у себя дома. Упражнения будут легкие. Итак, начинаем. Готовы. Руки на пояс. И релеве. И раз. И два. И три. И высокий полупалец 4. И 5. И 6. И 7. И 8. Наклоны вперед. Голова. И я. Раз. 2 назад, 3 в сторону, 4, 5, 6, 7, 8, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повороты головы направо, и я раз, через низ, влево, 2, 3, 4, и 5, 6, 7, 8. Хорошо, и руки в сторону, поехали, наклоны в сторону, и раз, 2, через низ 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Наклоны вперед, пор-де-бра. И раз, назад. 2 и 3, 4. Ниже. И 5. Одинаково. 6 и 7, 8. Хорошо. Выпады направо. И готовы. Руки на пол. 90 градусов, колено прямое. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись налево и готовы. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4. Колени Милана. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Садимся на пол. Раз. Вытянули ноги. 2. И на 45 ножки подняли. И раз, 2, 3, 4, 5. Колени. 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим на 45. Раз, 2, колени, 3, выворотные ноги, 4, 5, 6, 7, побежали, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сели. Правая ножка наверх. И раз, 2, вытянули, 3, 4, наклон, 5, 6, 7, Саша, 8. Раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Хорошо, встаем. Сделали вдох, выдох. Наша разминка закончена. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Хорошего дня! Продолжаем. Это «Утро Якутии». Вместе с вами встречаем утро в Якутии. 100 лет назад был основан, наверное, самый известный в России дом-музей, причем даже усадьба-музей «Ясная Поляна». В ней жил и работал когда-то классик русской и мировой литературы Лев Николаевич Толстой. И вот уже 100 лет ежегодно тысячи туристов приезжают на место литературной силы. О том, какие еще даты произошли в этот день, 10 июня, узнаем в нашей рубрике. 10 июня – Всемирный день мороженого и Всемирный день модерна. По народному календарю, если день выдавался тихим, то к осени ждали хорошего урожая. 10 июня 1807 года основан Ижевский оружейный завод, ныне концерн «Калашников». В 1846 году, 10 июня, шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины, но в производство их не запустил. После смерти Томпсона его изобретение было забыто, хотя чертежи и описания сохранились. Новым изобретателем пневматической шины спустя более чем 40 лет стал шотландец Джон Данлоп. С тех пор шинная промышленность начала бурное развитие. 10 июня 1921 года основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». В 1931 году 10 июня между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». 10 июня 1936 года в Москве основана киностудия «Союзмультфильм». 10 июня 1943 года в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. 10 июня 1944 года началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии. Она продлилась до 9 августа и стала завершающей операцией битвы за Ленинград. 10 июня 1922 года родился Борис Брунов, советский и российский артист-конферансье, народный артист РСФСР. В 1929 году в этот день родилась Людмила Зыкина, советская и российская певица, педагог, народная артистка СССР. В этот же день, в 1944 году, на свет родился Валентин Смирницкий, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Именины в этот день празднуют Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел и Петр. Вот одна дата, на которой мы сегодня хотим поподробнее остановиться, это День мороженого. В принципе, да, это, наверное, самый хороший повод сегодня, даже если вы вдруг заботитесь о своей фигуре, но сегодня День мороженого, я думаю, лакомство это пломбирчик эскимо купить себе можно и скушать с удовольствием. Да, но знаете ли вы, как делают мороженое и в каких количествах одна только якутская фабрика мороженого может обеспечить город этим холодным лакомством? Обо всем этом узнавал наш коллега Александр Хавренко. Эскимо, пломбир, шоколадное, ванильное, с крошкой, с джемом, с орехами. Все это, конечно же, мороженое, слово, от которого даже в самый жаркий летний день становится немножечко прохладно и сладко.
Как рождается мороженое, из чего оно получается и как долго длится этот процесс, мы с вами прямо сейчас и узнаем. Приготовление мороженого делится на 3 основных этапа. Варка, когда все ингредиенты засыпаются в огромную емкость и готовится основа для мороженого. Хранение, когда готовая смесь поступает в котлы, где постоянно перемешивается и в течение суток охлаждается. И, наконец, фасовка готовой смеси в стаканчики или в тару на развес. При полной загрузке 4 тонны 800 килограмм мороженого. 600 килограмм где-то в час у нас. То есть если в стаканчик, это, по-моему, около 27 тысяч стаканов в день. Большинство процессов на фабрике мороженого автоматизированы, но без участия человека все равно не обходится. Идет, наполняется мороженое. Мороженое у нас по 70 грамм в стаканчике, то есть, как бы по стандарту. Вот. Стаканы заходят в закалочную камеру в течение 40 минут, то есть по круговому движению они проходят и через 40 минут уже выходят замороженными. При температуре, где-то около 30 градусов. Кроме мороженого в стаканчиках, на фабрике выпускают и развесное. В каждой коробочке должно быть одинаковое количество продукции. Работницы, которые стоят на этой позиции, уже научились практически на глаз отмерять его нужное количество. Это называется затаривание контейнеров мороженым, смесью. Потом оно идет на весы, завешивается. Должно быть ровно 480 грамм. И потом уходит в холодильник, замораживается. Вот и весь процесс. И вот мороженое выходит, так сказать, на финишную прямую. И уже готовый стаканчик отправляется в коробку, чтобы завтра приехать в магазины и попасть к вам на стол. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Да, очень вкусный репортаж получился у Александра. Жаль только, что нам не досталось, да? Да, хотя я просто уверен, что он вчера день мороженое заранее уже на этой фабрике отметил. Но вот говоря про фабрики, да, есть это очень хорошая, не сама фабрика мороженого, вообще фабрики, заводы, это одно из лучших мест для работы. Тем не менее, вопрос безработицы всегда актуален. И вот закончил вуз, стал безработным. Это, к слову, о новой инициативе всех выпускников вузов сразу же после окончания, еще не устроившихся на работу, считать безработными. Да, таким образом работодатели, берущие к себе вчерашнего студента, будут помогать в борьбе с безработицей и смогут рассчитывать на преференции. Насколько это экономически обоснованно, расскажет наш обозреватель Иван Лазаренко. Министру труда Антону Котякову поступило предложение автоматически считать выпускников вузов безработными и выплачивать работодателям субсидии за их трудоустройство. Такой механизм субсидирования работодателей за трудоустройство граждан, состоящих в центре занятости, был запущен в январе этого года. Он предусматривает выплаты в размере 3 минимальных размеров оплаты труда на каждого человека. По состоянию на текущий год это 38 376 рублей. Предполагается, что такая мера будет стимулировать компании нанимать и сохранять в штате безработных. Выплаты производятся в 3 этапа. После того, как новый сотрудник отработает 1, 3 и 6 месяцев. По прогнозам премьер-министра Михаила Мишустина, субсидии позволят трудоустроить 220 тысяч человек. В федеральном бюджете предусмотрены расходы в размере 12 миллиардов рублей. Отсутствие вакцины «Спутник Ви» в коммерческом обороте – это главное препятствие для вакцинного туризма. Если это ограничение будет снято, то за прививкой в Россию, по оценке интуриста, смогут приехать до 15 тысяч иностранцев. Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме дал поручение правительству до конца месяца проработать вопрос об организации в стране платной вакцинации для иностранцев. Россия обеспечивает свои потребности в вакцинах в полном объеме, и мы можем предоставить иностранным гражданам возможность приехать в Россию и сделать здесь прививку, пояснил российский президент. Тем временем прямые перелеты на курорты Египта должны возобновиться в течение ближайшей недели, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сначала больше рейсов запустят в курортную Хургаду. Также в ближайшее время может быть решен вопрос с открытием Кипра. Перезапуск рейсов на популярные зарубежные курорты поможет туроператорам выполнить свои обязательства перед теми туристами, которые не смогли отправиться в тур из-за пандемии, заявляли ранее в Ростуризме. Глава ведомства Зарина Дагузова также выразила надежду, что и Турция может быть открыта для российских
российских туристов в ближайшее время. Египет и Кипр вряд ли смогут полностью заменить Турцию, но все же помогут поддержать конкуренцию и сдержать цены на отдых внутри России, считают эксперты. Готовность курорта к приему российских туристов на прошлой неделе инспектировали министры авиации, здравоохранения и туризма Египта. Власти региона заверяют, что Хургада завершила подготовку к возвращению гостей из России. Здесь увеличили количество лабораторий по обработке ПЦР-тестов на COVID-19 и количество медицинских бригад для тестирования прибывающих туристов. Расчеты по картам МИР можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте. Сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она добавила, что расчеты будут идти через МИР и иностранную платежную систему, но не международную, но в российском расчетном банке. Пока рано говорить конкретно до подписания соглашений, но мы действительно предусматриваем, что у нас могут быть расчеты с одной стороны по карте МИР, с другой стороны другой платежной системы не в рублях. В этом случае они будут проходить все равно в расчетном банке России. Это важно. И этот расчетный банк мы уже определим, когда такие соглашения будут подписаны, сообщила Скоробогатова. Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Средний чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, один мошеннический колл-центр совершает от 3 до 7 тысяч звонков за сутки. При этом в половине случаев операторы до абонента не дозваниваются, и срабатывает в общей сложности лишь около 1% звонков. По данным Центробанка России, в 2020 году число атак мошенников с использованием так называемого метода социальной инженерии увеличилось на 88% по сравнению с 2019 годом. В 84% случаев мошенники общаются со своими жертвами именно по телефону. К слову, да, о мошенниках. Это на самом деле, очень сказать, серьезная и глобальная, во всяком случае, в нашей стране проблема. Поэтому всегда будьте бдительны, если вам звонят с незнакомого номера, представляются сотрудником службы безопасности, вот этой знаменитой, то, конечно же, скорее всего, речь идет о том, чтобы... Да, лучше положить трубку и перезвонить в свой банк, который указан на вашей карте. Да, по официальному номеру. Но вот, говоря, продолжая историю про безработицу, вообще в мире очень много разных интересных профессий, но, тем не менее, бывают такие, навыками для которых владеют единицы, там, десятки людей всего лишь. Да? И об одной такой из профессий, это профессия киномеханика, мы поговорим в нашем следующем материале. Работа киномеханика заключается в том, чтобы приносить искусство для зрителей. Раньше были пленки, а сейчас у нас цифровое оборудование. Вот, то есть стоят 2 монитора, стоит цифровой проектор. Вот, все приходит на контенте или на хардах. Все в цифровом виде. Загружаем, делаем плейлисты, нажимаем кнопочку play и кино показывается. А как становится киномехаником? Если честно сказать, это призвание, наверное. Допустим, я пошел по стопам родителей. У меня отец был технорук, раньше назывался он технорук, сейчас он называется главный инженер. Занимался в основном ремонтом аппаратуры, настройки аппаратуры, звука и тому подобное. А мама всю жизнь проработала киномехаником. Качество, в основном, это любить свою работу. Если ты не любишь свою работу, значит, и до зрителей можно не довести по-нормальному показ кино. Тут все-таки надо любить кино, знать хорошо оборудование, разбираться в ней, и следить за качеством, чтобы зритель был доволен при показе, при просмотре фильма. Меня родители приучили. Я, если честно сказать, с маленьких лет постоянно был в аппаратной. Что с отцом, что с мамой. И поэтому вся это оборудование я, в принципе, знаю еще и на углях, и на лампах накаливания, и когда ксеноновые лампы появились. Но вот единственное, не знаю, доживу я до того, когда, допустим, в Лене будет лазер, источник света, охота было бы посмотреть все это. Сейчас мы работаем, показываем неделю, фильмы там по 2, по 3 фильма. А раньше, если честно сказать, мы фильмы показывали по месяцу один. Вот там действительно до того надоедало смотреть одно и то же в течение месяца. По 9,
8 сеансов в день. Вы представляете, мы по 200-300 сеансов показывали одного и того же фильма. Вот там действительно можно наизусть было выучить. Иногда надоедает, и, допустим, в кино я хожу очень редко. И то, если внуку говорит, идем в кино. Контенты приходят разные, иногда с интернета качаешь, иногда хады приносят. Какой-то битый. Бывает то глюки, то звук куда-то исчезает, поэтому обязательно надо просматривать. Так что поэтому приходится каждый раз фильм смотреть. Вот каждый четверг у нас как бы замена фильмов идет, да? И мы каждый четверг утром рано приходим и смотрим эти фильмы. То есть, вероятно, сейчас где-то во всех кинотеатрах, во всяком случае, нашего города, Якутска, идет массовый просмотр перед показами кино. Да, вообще кинотеатр Лена, старый добрый кинотеатр, я помню, с детства еще его. Да. Да, частенько ходили. В принципе, классика кино, я бы сказал. Вот. Ну а мы вернемся к одной новости, которую рассказали наши коллеги из информационной службы о том, что в московском зоопарке выпустили из скрытого вольера сурикатов, которые сейчас осваивают в своем вольере. И я вам предлагаю посмотреть, собственно, как они обустраиваются. А сейчас? Вот такие Очаровательные животные, очаровательные, да? но при этом Знаю- хищники. Знаю даже случаи, как люди заводят их дома. Как раз таки недавно у нас был сюжет о сурикате и его хозяине. Недавно была в контактном зоопарке, там также видела сурикатов. Но вот что интересно, мне эти сурикаты напомнили, ну, как бы странно это ни звучало, у нас людей, знаешь почему? Потому что наступает лето, вот сурикаты, они вышли обустраивать свой вольер, а люди в это время, многие, начинают обустраивать свои участки, потому что начинается дачный сезон, это посадки какие-то уже произведены, надо придумывать, как 3 месяца в этих дачных условиях жить, как свой урожай взрастить, и поэтому вот иногда на помощь приходят всякие интересные методы, в том числе методы полива. К примеру, капельный полив. Вот его главная особенность в том, что этот полив производится без участия человека абсолютно. Да, и при этом удается экономить до 70% воды, так как она не расходуется впустую, как это бывает при ручном поливе, к примеру. Да, ну и при этом еще есть преимущество, это, конечно, простой монтаж и обслуживание этой системы. Вода поступает непосредственно к корням растений, она не оставляет много влаги для сорняков, соответственно,
соответственно, не дает им возможности нормально прорастать. Ну и происходит естественный нагрев воды до оптимальной температуры. Вода нагревается в бочках и в шлангах непосредственно. Так как же работает эта система и насколько она актуальна в нашем регионе, вы сможете посмотреть в программе «Подворье» сегодня в 11:30 на нашем канале. Да, ну а если у вас есть какие-то собственные методы, собственные ноу-хау именно дачной жизни, полива, выращивания, посадки овощей, растений и так далее, то мы предлагаем вам поделиться этими ноу-хау с другими при помощи нашего WhatsApp, написать на номер 8 914 273 4488. Ну и мы, соответственно, эти все ваши ноу-хау зачитаем в прямом эфире. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Трудоустройство местных кадров в промышленные предприятия Якутии станет приоритетным направлением. Нормы, которые установят ответственность компаний реального сектора экономики, планируют разработать у нас в регионе. Как сообщили в Госкомзанятости, в 2020 году уровень общей безработицы в республике составлял 7,7%. Но благодаря мерам поддержки сейчас он снизился до 7,1% или до 35 800 человек. Ранее глава Якутии Айсан Николаев поставил задачу увеличить процент местных кадров от общего числа работников на вахте до 6,5%. При трудоустройстве безработного работодателю положена господдержка. На субсидию может претендовать любой работодатель, принявший в штат сотрудника, зарегистрированного в Центре занятости с начала года. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства, второй через 3 месяца, а третий через полгода. Для участия в программе руководителю предприятия необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест, а также вакантных должностей. Согласно прогнозу, такая мера позволит трудоустроить не менее чем 2500 безработных граждан. Работодатель в случае трудоустройства безработного гражданина обязан в течение 3 дней уведомить Центр занятости. У нас налажена тоже схема работы с Фондом социального страхования. Мы в течение вот этих дней обязаны уведомить Фонд социального страхования. Потом по истечении 1, 3 и 6 месяца работодатель направляет заявление в Фонд социального страхования и, основываясь вот на предыдущих данных, Фонд социального страхования перечисляет субсидию. Препятствия для зачисления в одну школу или детский сад братьев и сестер будут устранены. Семье не нужно будет доказывать родство общим местом проживания. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. Госдума рассмотрела законопроект во 2-м чтении. Он вносит поправки в Семейный кодекс, отменяющий норму, согласно которой братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства. До конца следующего года в России планируют начать эксперимент по внедрению цифрового профиля школьников. В Минпросвещении уже подготовили концепцию проекта, который ждет согласования у Минцифры. Как сообщает «Коммерсант», цифровой профиль предлагают сделать обязательным и регистрировать его уже при зачислении ребенка в детский сад или 1 класс. Помимо других данных, там будут зафиксированы и все достижения, то есть у школьников появится цифровое портфолио. Введение цифрового профиля ученика пробируют в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Он проводится до конца следующего года. Университеты смогут самостоятельно определить формат проведения своих выпускных вечеров. Между тем, Всероссийский студенческий вечер пройдет 10 июля в Москве. Туда попадут самые достойные, кто отличился за время обучения индивидуальными достижениями. В мероприятии поучаствуют более 700 вузов. Праздник приурочен к Году науки и технологий. В рамках мероприятия планируют провести ряд акций, в том числе встреч с лидерами бизнес-сообщества и учеными. К событиям за рубежом в Австралии нашли новый вид динозавров. Он стал крупнейшим на материке и одним из самых больших в мире. Никита Конев о находке. Австралийские ученые подтвердили, что открыли один из самых крупных видов динозавров, когда-либо существовавших на Земле. Существо чудовищных размеров назвали астралотитан куперендис. Первая часть означает «южный гигант», вторая указывает на регион, где обнаружили кости – окрестности реки Купер-Крик в Квинсленде. Австралотитан был длинным, как баскетбольная площадка, и ростом с двухэтажный дом. Это невероятное животное.
Крупнейший динозавр Австралии и по факту крупнейшее живое существо, которое когда-либо бродило по Квинсленду. Ящер входит в число 5 самых больших динозавров мира. Его останки были обнаружены больше 10 лет назад. Их повезло увидеть местным скотоводам, заметившим странные объекты, которые открылись после того, как выветрилась молодая почва. А к этой минуте все новости. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». 3 раза слово «Якутия» повторила. Ну, почему бы и нет, собственно. Вот мы продолжим тему с новостями. Да, спасибо нашим коллегам из информационной службы за выпуск такой информативный. А вот мы расскажем о том, что 8-летняя китаянка Чен Хайтон своей способностью взбираться на 12-метровую стену для скалолазания всего за 11 секунд стала популярна в китайских социальных сетях. На кадрах, снятых в Шиньяне, на севере Китая, Хайтон молниеносно карабкается по стене. По словам отца девочки Чен Чена, дочь с раннего детства любила лазать. Когда ей было 1,5 года, она могла залезть от отопительной трубы на крышу дома своей бабушки, поделился мужчина. Кроме того, Чен Чен рассказал, что всячески поддерживает это увлечение дочери и считает, что такие занятия помогают девочке выработать силу воли, логистическое мышление и физическую ловкость. Как рассказала инструктор Ма Пин, девочка начала заниматься профессионально только с конца 2019 года и уже проявила себя как усердная ученица, показывая хорошие результаты. Она талантлива и любит скалолазание. Я думаю, что она так хорошо лазает, потому что ей это нравится, и она упорная, добавила Ма Пин. По словам отца, в будущем Хайтон хочет стать профессиональным скалолазом. Как ее отец, я буду продолжать поддерживать ее в этом стремлении. Сейчас план такой. Она продолжит учиться и тренироваться, и я надеюсь, что ее мечта сбудется. В настоящее время у Чен почти 450 тысяч подписчиков в китайском приложении Douyin. А ее самое популярное видео набрало 136 тысяч просмотров. Но в начале программы мы анонсировали историю о цветоводе-любителе из города Чульман. Да, вырастить у себя цветы во дворе для начинающего цветовода, тем более, особенно в климатических сложных условиях, очень сложно. Как это удалось нерюнгринке Елене Кондратюковой, расскажет наша коллега Ирина Кичигина. В поселок Чульман Елена приехала около 5 лет назад из Алайховского района. Она сразу обратила внимание на засаженные картофелем соседние участки земли. А раз растут овощи, то можно попробовать вырастить и цветы, решила она. Как-то я первый год купила семена, все подряд купила, чисто по картинкам. Купила, посеяла их, и они у меня взошли щеткой. Взошли вообще каждый цветочек, каждый росточек у меня взошел. И вот это я все распикировала. Потом наступила уже весна, я к лету начала тут высаживаться. Объем получился сразу большой. А дальше, углубившись в тонкости цветоводства, Елена выбрала несколько наиболее подходящих для рассады сортов и занялась этим делом всерьез. Самыми популярными и более-менее неприхотливыми оказались петуньи, анютины глазки, бархатцы, лобелия и львиный зев. Для каждого сорта необходимы определенные условия. Кто-то любит солнце, а кому-то лучше укрыться в тени. Для кого-то противопоказана излишняя влага, а для кого-то губительна засуха. Чтобы позаботиться обо всех, необходимо потратить много времени и сил. И, конечно, не забывать вкладывать душу. Все, они живые, здесь музыка поет у них. Каждое утро я им включаю музыку. Они под музыку растут у меня. Каждое утро я им говорю «доброе утро». Вечером, уходя домой отдыхать, я им говорю «спокойной ночи». Так же, как живыми, они живые. Они все слышат, они чувствуют, как ты к ним относишься. Чтобы к лету во дворе вырастить цветник, посев нужно начинать уже в январе. Для этого дома выстраиваются специальные стеллажи, подвешиваются лампы и начинается работа. Весной взошедшие цветы переезжают в теплицы, а уже когда на улице становится совсем тепло, они занимают свое место во дворе. И тогда можно с наслаждением проводить время среди цветущего палисадника. Отдых в такой компании – это лучшее лекарство для хорошего самочувствия. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Катя, а ты вот сама цветы выращиваешь?
Ну, нет, Может не быть, выращиваю. дома, на балконе? Не умею, не пробовала. Мама выращивает, кстати, Да. у меня. Я думаю, вот главный рецепт все-таки вот большого урожая, так скажем, цветов, это, конечно же, любовь, вот как раз-таки нашей героини Елены. Ну, Общаться, любить, разговаривать, как с живыми существами. Ну, в принципе, мне кажется, вообще абсолютно любое дело, оно увенчается успехом только в том случае, если с такой полной самоотдачей и любовью к этому делу подходить. То есть вкладывать фактически частичку себя. В данном случае в каждый цветочек. Да, ну а в любви, конечно же, в ласке нуждаются все. В нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет. Родные дети» 9-летний Александр, 8-летняя Антонина и 7-летний Дима очень нуждаются в любви и в семье. Еще одна девочка, которой нужна семья, 8-летняя Тоня. У нее есть 2 брата. Тоня очень любит их и всегда рада общению с ними. Девочка может подолгу оставаться одна, рисуя любимых медведей и играя с мягкими игрушками. Я люблю рисовать, гулять, читать, сидеть, слушать песенки. Тоня любит танцевать и занимается в студии черлидинга. Братьям Диме 7 лет, Саше 9. Они с удовольствием посещают кружки дополнительного образования. Саша и Дима хорошие дети. Они все время занимаются у меня спокойненько. Саня, правда, у нас он учится в Хогвартсе на волшебника, поэтому бывает он у нас редко, только на выходные, на каникулы. Но он все время приходит, ему нравится. А Димас вообще, мы с ним друзья. Мы даже с ним танцевали даже. На 23-м мы с тобой, да, танцевали. Когда я вырасту, я хочу стать пожарным. Расскажи мне про Диму, какой он? Дима? Да. Дима хороший. Ты бы хотел попасть в семью? Да. А мама какая должна быть? Хорошая. А папа? Папа? Сильный. Саша с большим интересом занимается в компьютерном классе. Саша у нас жизнерадостный спортивный мальчик. В компьютерный он ходит больше всего пока познавать. Его еще ожидает вот это изучение нашей компьютерной грамотности. В этом году мы пока приступили к изучению рисунков. А в основном ты ходишь куда у нас? В самоделки. Ты любишь играть в футбол, да? Саша, Дима и Тоня по стечению обстоятельств оказались в детском доме. И нам бы хотелось, чтобы для них нашлись мама и папа. Те, кто подарит детям любовь и станут для них настоящей семьей. — 12 июня, в субботу, в Якутске пройдет очередная ярмарка раздача домашних животных, организованная волонтерами движения «Помоги выжить». Да, в самом центре города волонтеры будут раздавать животных. Это кошечки, собачки. И более подробно об этом мероприятии мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Это волонтер движения «Помоги выжить» Елена Пономарева. Елена, доброе утро. Вот расскажите, да, в каком формате проходят подобные ярмарки? Ну, это ведь не первая уже ярмарка, насколько мы знаем. Да. Ну, вообще, конечно, начинается с подбора места и времени проведения ярмарки. Вот. И, значит, в данный момент ярмарка проходит по адресу Кирова, 12/1, 12 июня с 11 до 19 часов вечера. Вот, приглашаем всех горожан, желающих. Весь день? Да, весь день. То есть все животные будут уже в наличии, на ярмарке можно посмотреть будет. Ага, скажите, а можно ли принять участие в ярмарке со своими животными?
Нет, животные свои не принимаются у нас от населения. Животные все подобраны с улицы, в критических ситуациях каких-то, да, они пролечены, они осмотрены ветеринарным врачом, то есть они абсолютно здоровы. Все животные стерилизованы, кастрированы. Вот. Также у них имеются ветпаспорта, то есть они получили все прививки, абсолютно здоровые животные, готовые уже к пристройству домой, в семью. То есть даже если условно человек там в подъезде вот накануне котенка подбросили, он не сможет с ним прийти на эту ярмарку? Нет, конечно. То есть абсолютно здоровые животные, проверены через ветеринара, конечно, обязательно. Но животные на данный момент, мы так понимаем, находятся на руках, да, у волонтеров? Да, конечно, да. Сколько где-то всего их? Ну, кошечек сейчас где-то примерно 10, около 10-12, наверное, количество. Собак чуть-чуть поменьше, конечно. Вот. Ну, по количеству не могу определиться точно, потому что в данный момент, например, еще какие-то животные, то есть, доканчивают свое лечение, то есть, да, вот в таком плане. Вот. Поэтому... Ну, как бы, вот так вот. Вот сейчас лето, вот мы сегодня тоже говорили уже о том, что сезон дачный начинается. Многие дачники, ну, может быть, не многие, может быть, это единицы, тем не менее, бывают случаи, когда берут собаку на лето, для того, чтобы охраняла участок, условно. Наступают холода, собака не нужна, гуляй, мы поехали с дачи. Да, но с этим мы сталкиваемся тоже, конечно, часто очень. Вот. Большая просьба, конечно, к посетителям, к желающим взять животное, чтобы люди подошли с паспортом, вот, потому что мы заключаем договора. И в дальнейшем желаем, вообще как бы отслеживаем судьбу ненавязчивым кураторством. То есть где животное проживает, как оно проживает, да, и куда в дальнейшем. То есть у нас имеется испытательный срок 2 недели. Вот. То есть в этот период вы можете очень близко познакомиться с животным, да, посмотреть наличие каких-то противопоказаний, то есть аллергических реакций и тому подобное. В том случае мы, конечно, разрешаем вернуть животное. Вот. Но, как правило, после этого срока уже животные, конечно, привыкают, люди привыкают, все хорошо, и, то есть, конечно, ответственность, нужно подойти к этому вопросу. По опыту прошлых ярмарок, как много разбирают животных? Да, есть ли возврат? Устроено, да, животных? Ну, животные, как правило, да, пристраиваются очень неплохо, в принципе, да, и взрослых животных даже, что очень, как бы, ну, как правило, любят все маленьких, да, уси-пуси и тому подобное. Ну, нет, животных разбирают хорошо, возвраты, конечно, есть, ну, не без этого, да, стопроцентного КПД не бывает, но, тем не менее, очень радуемся за каждую пристроенную жизнь, потому что есть возможность на освобожденное место взять еще кого-то, кому-то спасти жизнь, и вот таким образом. И благодарности люди пишут, и на протяжении, вот даже буквально недавно, год назад, животное было у меня сейчас в Верхневилюйске живет, и мне вот недавно написали, что все хорошо, очень рада, отправляют фото с детьми, с животными, то есть все радуются, это очень приятно, и как-то вообще чувствуешь себя после этого очень хорошо. Елена, ну на ярмарке волонтеры могут как-то проконсультировать, вот помимо того, Обязательно, обязательно. Мы проводим консультации по питанию, по уходу за животными, по стерилизации, по всем вопросам обязательно консультируем. То есть вообще в любой момент можно даже просто подойти и узнать. То есть человек, если просто на будущее даже захочет, да, задуматься о том, чтобы взять животное, как за ним ухаживать, обязательно это все проводится. Все доброжелательные, все открытые, поэтому со всеми общаемся. Вот, пользуясь случаем, можете обратиться к жителям города с призывом прийти на эту ярмарку. Возможно, взять себе какое-то животное, подарить ему семью фактически. Напомним, где будет проходить, да? Да, хочу еще раз напомнить, что ярмарка будет проходить в субботу, 12 июня, с 11 часов дня до 19 часов вечера по адресу Кирова 12/1, как я уже сказала, на улице, на открытом воздухе. Если есть желание, можете прийти и взять любое животное, которое вам понравится по душе, но ответственно, конечно, подойти к этому вопросу. Вот, мы проконсультируем в дальнейшем и будем как бы вам помогать всячески стараться в этом вопросе. Что ж, спасибо, Елена. Приглашаем телезрителей принять участие в ярмарке 12 июня.
Да, 12 июня это тем более будет суббота, еще и праздничный день. Да, выходной. Да, сегодня четверг, 10 июня, и сегодня, к слову, вот мы сегодня уже говорили об этом, сегодня, как правило, в кинотеатрах день премьер происходит. Да, кстати, очень разножанровые премьеры сегодня начинаются в кинотеатрах, но громких премьер не ожидается, тем не менее, каждый найдет, куда сходить. Третья часть «Заклятия» под названием «По волне дьявола» расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства, которое поразило даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, что они ни разу не виделись за свою практику. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном. Однажды в одном древнем... Художественно-образовательный фильм для всей семьи «Байкал». Удивительное приключение Юмы, снятый в сказочно живом качестве с использованием уникальной технологии 4К HDR, не только завораживает красотой природы Байкала, но и приводит к осознанию важности бережного отношения к ней, к развитию у зрителя экологического мышления. Это первый российский блокбастер о природе и животных. Съемки фильма продолжались более 5 лет. Таким, как в этом фильме, Байкал можно увидеть только вживую. Ушкальные острова. Послушайте группу. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев Силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, что они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи и заплатившего за это высокую цену. Фильм «Культовые тусовщики» расскажет незабываемую историю молодого выскочки из Глазго, изменившего лицо британского и мирового шоу-бизнеса. Что это за клоун? Ограбление по-джентльменски, стильный криминальный боевик с впечатляющей актерской командой. Пирс Броснан здесь играет вора экстра-класса, которому предстоит вступить в схватку с акулой бизнеса в исполнении Тима Рота, а именно проникнуть в принадлежащую ему суперзакрытую тюрьму на Ближнем Востоке. Как думаешь? Пирс Броснан против Тима Рота. В кино с 10 июня. Я такой же, как все. Также сегодня у вас есть возможность посмотреть фильм о мальчике, который страдает от редкого заболевания. Гипертрихоз делает его похожим на волчонка. Подросток Пол живет в изоляции от мира, и каждый выход из дома для него стресс. Он терпит издевки от окружающих. Отец пытается помочь Полу, но ему не удается. В свой день рождения он получает письмо с информацией о своей давно пропавшей матери и сбегает из дома, чтобы найти ее. Долго добиравшийся до широких экранов военный боевик «Красный призрак». Кино для аудитории, которая готова к жанровым экспериментам на тему Великой Отечественной. Создатели картины во главе со сценаристом-режиссером Андреем Богатыревым обещают честную историю с максимально живыми персонажами. Экшен на стыке жанров расскажет, как крохотный отряд советских солдат, вырвавшихся из окружения близ Вязьмы, вступает в неравный бой с гитлеровцами и помогает им в этом противостоянии неуловимый, бьющий без промаха красный призрак. То ли человек, то ли легенда. Действительно разноплановые, такие разножанровые премьерки нас ожидают. Вот. А ты на какой бы фильм сходил? Я на самом деле давно присматриваюсь к «Красному призраку». Еще месяца полтора назад увидел трейлер и подумал, что как выйдет в кино, надо бы постараться на него попасть. Да. А ты бы чему отдала предпочтение? Я бы тоже, кстати, сходила. Уже можно сегодня это сделать. После эфира, например, почему бы и нет. А сколько всего интересного и необычного хранится у наших родителей на антресолях и дачных участках? Да, о некоторых вещах, которым всего-то 40-50 лет, мы даже и не помним и с трудом узнаем об их предназначении. Доброе утро, Якутия! Сегодня я вам расскажу о таких интересных предметах, красивых предметах из фондов Нерюнгринского музея. Это игрушечные швейные машинки советского образца 1970-80-х годов. Такие машинки швейные мечтала иметь каждая девочка СССР.
Чем же они были примечательны? Они не только красивые, красочные, качественные, они еще умели шить. Какой же был шов у этих машинок? Шов был тамбурный. Сверху шел традиционный шов, а снизу петельками. Таким швом сейчас обрабатываются мешки с сахаром, например. Есть сведения, что фарцовщики Советского Союза, которые шили самопальные джинсы, пользовались вот такими детскими швейными машинками, чтобы сымитировать фирменный шов джинсов настоящих. В быту взрослые рукодельницы использовали такие машинки для обработки краев каких-то поделок, простых элементов, да, одежды. Машинки очень качественные. В конце 70-х годов они стоили 4 рубля 20 копеек. Яркие, красочные, качественные. Именно поэтому они сохранились в прекрасном состоянии, в рабочем состоянии до наших дней. К нам в музей их сдали наши жители города Нерюнгри. Эту машинку нам подарил Костылев Николай Чичикович, наш постоянный сдатчик. А это машинка пришла в музей к нам совсем недавно, буквально в феврале этого года. Нам ее подарила семья Мисютиных из села Беркакет Нерюнгринского района. Вот такой сегодня у нас выпуск получился. Все проснулись, все бодрые, готовы побеждать этот новый день. Да, а есть в нашем городе одна группа людей, которая не мыслит своей жизни без скорости и мощи, и называют их байкерами. Да, и как раз после окончания холодов у них начинается сезон, они разогревают свои моторы и начинают наслаждаться своим увлечением. Да, и недавно они открыли свой очередной мотосезон. Давайте посмотрим, как это было. Что ж, сезон примерно вот так вот и начинался у байкеров. Пожелаем им удачи, особенно, тем более вещь опасная на дорогах. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Это утро сегодня с вами встречали мы, Екатерина Винокурова, Павел Танин. Увидимся мы с вами. Отличного дня, до встречи.